В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Вечная память. В школах открыли мемориальную доску в честь бойцов, погибших в ходе спецопераций. Имена героев узнаем в этом выпуске. С болью за умму. Спасибо большое за поддержку, за помощь вам и вашему народу. Региональный общественный фонд продолжает гуманитарную миссию в зоны, пострадавшие от землетрясения. Самые искренние благодарности людей за поддержку. Великий и могучий. Воспитанники столичных детских садов состязались в знании чеченского языка. В какой форме были задания и кто стал победителем? В доме главы Чеченской Республики прошли религиозные мероприятия. Для этого собралось множество последователей шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Сделав вечерний намаз, верующие прочитали маулид, а после совершили обряд зикра, восславляя Творца и его посланника. В завершении встречи они сделали дуа, прося Создателя милости для всей мусульманской уммы, скорейшей победы и возвращения домой бойцов, участвующих в спецоперации. Гуманитарная миссия регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в Сирии продолжается. Представители благотворительной организации при поддержке российской группировки войск привезли вторую партию гуманитарной помощи в провинцию Хамы. В составе конвоя 15 грузовых машин с различными предметами быта и продуктами. Первое и самое необходимое для пострадавших от землетрясения. Чеченскую делегацию встретил губернатор провинции Махмуд Занбуа. Он выразил слова благодарности Рамзану Кадырову за неоценимую поддержку в столь трудное время. Местные власти распределят груз между пострадавшими, а также в городские центры временного размещения. Тонн, 5-й самолет прибыл. Тонн? Да, всего 160 тонн мы за эти 10 дней завезли. Спасибо большое за поддержку, за помощь вам и вашему народу. Спасибо вам. Будем надеяться, что все будет хорошо. Надеемся, что хорошо. Будем вместе восстанавливаться. С вашей помощью. Иншаллах. В двух школах селения Джалка прошли торжественные открытия мемориальной доски 11 бойцам, погибшим в спецоперации. В мероприятии приняли участие педагоги, обучающиеся, коллеги и родные героев. Тур Палалита Исумов с подробностями. Нурид Давлетукаев служил в подразделении ОМОН Ахмат-1 несколько лет. С начала специальной военной операции он бесстрашно пошел на передовую в составе подразделения Росгвардии. В столкновении с укрнацистами его жизнь оборвалась. По инициативе военного ведомства в школе, где он проходил обучение, состоялось открытие мемориальной доски. 5 защитников Родины, включая Нурида, посмертно удостоены Ордена Мужества. Его брат Джабраил рассказал, каким отзывчивым человеком был Нурид. سنغلق مودرة خاصنا أخشديس ناس مو وراء خاصنا درجة دقنك دوسا وشعال ديس ولا دقة دودا دقنك بيدارس وشعال دقنا وصنا وش دقنا وست وري خاصنا شوجشن وش وري إيجشن دق وش وري دينا دق أنت ور الله دال سوشا اشتعمل بانش دال دق البوقشة دال بيرز متيلس مني يلتنا. Увековечили имена героев в еще одной школе селения Джалка. Заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Усман Дакаев выразил родственникам погибших бойцов слова соболезнования и в то же время поблагодарил за воспитанную в них отвагу и любовь к родине, за которую они отдали свои жизни. Приходя в свои школы, учащиеся будут видеть портреты наших ребят и могут гордиться, что учатся в тех же учебных заведениях, сидят за теми же партами, за которыми сидели наши герои, односельчане. Мы просим прощения у родителей, что тревожим незаживающую рану и преклоняем перед ними голову за то, что воспитали достойных сыновей. Кади Гудермесского муниципалитета Амир Абдулмуслимов также выступил со словами поддержки тем, кто потерял драгоценных членов семьи во имя религиозных ценностей, будущего республики и всей страны.
Öyle kaydı kaç. Hazırsan gıllık doş. Özde boş ona. Yalla. Malık doş. Kader altı. Ot soldu ona. Yahya dinle doş. Kenti barış. Baqdu. Makana. Yurtana don havzım. Zulüm keda erdelş. Arabul değil de razı takan buyur. Dal mola. Sağ şey koyuyor. Kan doğru kıymetine ha. وين دون شفاعتي خل بوشة ويجري بوش الله دال ترازل قبول دال صعبوا كان دال إيمان صبر الله صبر تيال هر ديتش ديش دال إيه تعطيك الله مثلا تعطي بيرك في. После собравшиеся также открыли мемориальную доску. 4 бойца в свое время начинали путь в школе номер 1. Члены семьи и особенно дети не сдерживают слез. Руководство Росгвардии отметило, что они разделяют скорбь утраты и заверило, что не оставят родных павших героев без поддержки. Эти бойцы в самый ответственный момент проявили настоящее мужество и героизм. Не сделав шаг назад, они спасли много других жизней. Мужчины ушли по воле Всевышнего, но их подвиг останется в памяти навсегда. Турпал Алита Исумов, сайт Алиам Пукаев, Вести, Чеченская Республика. В столичной школе номер 66 увековечили память погибшего сотрудника Росгвардии Магомеда Дашаева. Почтить память о герое собрались сослуживцы, собравшиеся выразили слова признательности и соболезнования родным и близким бойца. Он отдал самое дорогое, что у него есть, свою жизнь, защищая интересы нашей страны, выполняя свой служебный долг. И сегодня вот это мероприятие, которое мы сегодня провели, мы увековечили память нашего боевого товарища. Это не только дань уважения его подвигу, но и один из элементов патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы именно школьники, его односельчане равнялись на подвиг своего односельчанина, на подвиг своего товарища и брали с него пример. Также памятную табличку еще одному погибшему сотруднику ОМОН Ахмат-1 Адаму Динееву установили в школе номер 1 города Аргун. 7 вопросов было рассмотрено на совещании Государственной комиссии по исследованию и сохранению объектов историко-культурного наследия народов Чеченской Республики, созданной по поручению главы региона. Утвержден план мероприятий на 2023-2025 годы, которые будут проводиться в этом направлении. Также учащиеся зачитали отчеты о подготовке и проведении исследований в российских и зарубежных архивах, библиотеках, музейных фондах и по освещению работы комиссии. В рамках академического часа, это такое рабочее название этой передачи или рубрики, если хотите, это будет отдельная студия, где мы будем рассказывать о том, как проводится наша работа, над чем мы работаем конкретно, какую проблематику мы решили в науке актуализировать. И это будет не только гуманитарный блок, это будет не только история, это будет не только языкознание, лингвистика, там, политология. Ну, то есть, еще раз повторяю, не только гуманитарный, но и, естественно, научный блок. Воспитанники столичных детских садов состязались в знании чеченского языка. Во время проведения викторины малышам необходимо было назвать достопримечательности, отгадать названия фруктов и овощей, а также показать знания и традиции. Цель мероприятия – привить любовь к родной речи. Слово Медине Мударовой. Выяснить, кто же лучше всех знает чеченский язык, пришли дети с 3 детских садов Грозного. Номер 140 «Аленький цветочек», 142 «Карамель» и 144 «Орленок». Для начала участники поздоровались с гостями и с соперниками, представив свою команду и девиз. Ребята разделились на 3 команды по 5 человек. Всего было 6 раундов. За каждый правильный ответ команде присваивался 1 балл. Малышам нужно было назвать местные достопримечательности, озвучить названия фруктов, овощей, национальных блюд, а также показать знания чеченских обычаев. Условие одно – все это должно быть на чеченском языке. В качестве жюри присутствовали сотрудники департамента дошкольного образования мэрии города Грозного. Помидор. Дети представили зрителям безупречные знания родного языка, рассказав стихи на чеченском.
Любовь к языку легче передается в игровой форме, поэтому в ходе мероприятия ребятам показывали мультфильмы на чеченском, читали стихи и пели песни. Пока жюри подводило итоги, ребята станцевали лезгинку. Вот и настал момент истины. После долгих размышлений жюри озвучило свой вердикт. Заветное первое место занимает команда из детского сада номер 142 «Карамель». Второе место забирают воспитанники «Орленка», а третье место взял «Аленький цветочек». Подарки детям вручили от руководителя департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. Джабраил, аштахана хок аусмях халхарметтик бяхан, шу тажиммала кадехилар семахилар. Ama şunşmaz sarna tağan hoqça dolç beşan. İcüye pişxa axa artsad. Mıssuqum tsandik axa şayneyn muatxa şaygala yez şay muaq kbiz. Дейлиз хилшун. Самое главное, детишки научились чему-то новому и закрепили уже имеющиеся знания. Они остались довольны мероприятием и не прочь снова побороться за первое место. Чеченский язык вобрал в себя все самое хорошее – этику, смелость, честь, почитание и уважение старших. Эти традиции крайне важно прививать с самого детства. Подрастающее поколение, к сожалению, большому сожалению, есть проблема изучения чеченского языка. Они мало говорят на своем родном языке, мало общаются. И вот начиная с детских садов, если не привить любовь к родному языку, мы потом, конечно, столкнемся с трудностями. А через игру, через подобные конкурсы, через представления, через книжки, сказки, эта любовь прививается намного крепче. Чеченскому языку посвящен 2023 год в регионе. По этому случаю проводятся различные мероприятия, и цель у них одна. Важно с самого детства приобщать детей к вековым традициям своего народа, знаниями своих корней и, самое главное, родному языку. В Грозном работают 93 детских сада, и абсолютно в каждом активно занимаются подготовкой дошкольников. Медина Мударова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. 14 участников республиканского конкурса чтецов среди учителей чеченского языка наградили в здании Министерства региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Состязание проводился газетой «Вести Республики» совместно с ведомством. В нем приняли участие педагоги из образовательных учреждений со всего субъекта, в том числе из 2 школ Дагестана. Общее число составило 216 участников. В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации, а также образования и науки. Победителям и призерам вручили дипломы. Вести Республики газету этидам багатин хар оусан бина дуqa хаз дагахкеч байчер вайнохчма лакбахкаря богоузанч бо илманч бо царна баркал али арсон нохчма хюйш ахюйш болчан тидам барна масарна дерес хил али арсон أي سيازين بيتو غير تقدي دوش али арсон سنت أمرخبالله وينين ما خويتر بحثانخ ماليه ترخيوارت أنت عج مال ويميتش دخر وينين ما وين بيش ويلوش تنسيدي أشغلا ويقام ديخر دوغفتر. По данным Нацбанка субъекта, годовой темп прироста цен на продукты в Чеченской Республике снижается уже 9 месяцев. Вместе с тем стали медленнее дорожать макаронные и хлебобулочные изделия. Это произошло вследствие замедления годового роста цен на муку благодаря высокому урожаю зерновых культур. Вместе с потребительской активностью на рынке недвижимости вырос и спрос на бытовую технику и предметы интерьера. В результате ускорился годовой рост цен на пылесосы, потолочные светильники, холодильники и мебель. В целом, годовая инфляция в январе в регионе составила 13,2%. На некоторые виды молочной продукции – сыр, творог, сметана – замедлился рост цен. Это связано с увеличением объема сырого молока. Кроме того, замедлился годовой рост цен на рыбные продукты. Это связано с увеличением предложения на нашем региональном рынке в связи с увеличением производства рыбы.
Что касается свеклы и роста урожайности на юге России, это привело к увеличению производства сахара, что в свою очередь снизило годовой рост цен на него в январе. К этому часу это все события. И еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.